эфире программа «Актуальное интервью». С 1 июня в стране начнется поэтапное снятие ограничений для внутреннего туризма. Стоит ли планировать этим летом выездной отдых, какие направления будут востребованы, как соблюдать безопасность и при каких условиях восстановление туротрасли будет быстрым и эффективным. Об этом мы поговорим сегодня с экспертом туракселератора Российского экспортного центра Натальей Беляковой. Наталья Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте, Анастасия Вячеславовна. День добрый, дорогие зрители. Вот как туристическая отрасль страны и мира переживает последствия пандемии? Каковы потери? Слушайте, ну мы лежим, вы знаете, наверное, в такой, можно сравнить немножечко на ИВЛ, да? Вот, конечно, отрасли это дается очень тяжело, потому что отрасль зарабатывает, как известно, на перемещениях людей, которые сейчас жестко ограничены даже внутри стран, да? Поэтому, конечно, непросто. Те меры, которые предпринимает отрасль для поддержания себя, например, ательеры вводят там тарифы, знаете, переждать карантин, да, или офис там, ну, такой временный офис, да, рестораторы развивают доставку и так далее, да, это все меры, которые, ну, помогают при поддержке, конечно, государства, ну, как-то дожить до того момента, когда карантин, все-таки ограничения на перемещение будут ликвидированы. Вот, поэтому вот, наверное, такая ситуация, она не очень оптимистичная, но, вы знаете, поскольку в туризме работают и в индустрии гостеприимства люди, влюбленные в свою профессию, совершенно искренне я это говорю, неисправимые оптимисты, я думаю, что ждем момента, ну вот, отложенного спроса, да, это очень важный элемент, который мы возлагаем на это, потому что люди учились по путешествиям, люди открытие границ, да, и возможности куда сменить обстановку. Вот. Есть ряд ограничений у этого отложенного спроса. В частности, то, что очень многие россияне ту часть денег, которая была отложена на отпуск, они ее проели на карантине. Да? У нас в среднем отложено порядка у среднестатистической российской семьи там 50-60 тысяч на отпуск один раз в год. И вот сейчас эти деньги ушли на карантин, да? На пребывание в карантине. Поэтому, наверное, говорить о каком-то взрыве, невероятном перемещении, да, ну я бы так с осторожностью об этом говорила, но то, что, конечно, турист поедет, да, он будет выбирать экономные маршруты, более экономные, чем раньше, да, я думаю, что мы увидим возвращение и автобусных туров, и автотуризм, безусловно, будет актуален. И в этом плане, конечно, что сказать и что делать коллегам нашим дорогим, да, якутским туроператорам, которые, конечно же, ждут россиян, потому что мы можем ждать в этом году россиян, границы, если откроются, то в конце самого 20-го, я имею в виду, да, на въезд 21 год, если россияне, да, которым все-таки долететь недешево, да, европейской части России до Якутии, наверное, это самая главная проблема, отсутствие плоских тарифов, которое тормозит развитие туризма, да, я знаю, что Министерство туризма и предпринимательства очень активные усилия предпринимает в этом отношении. Вот. Но отвечая на вопрос, как сделать так, чтобы все-таки люди, которые смогли себе позволить авиаперелет, приехали и ИСАХ провели в Якутии. Ну, да? ИСЭХа в этом году, наверное, наверное, уж точно, по крайней мере, вот такого ИСЭХа, к которому мы все привыкли, его, очевидно, не будет по понятным причинам, но он будет в следующем году. Да, совершенно верно. Поэтому тактика, которой придерживаются, в принципе, все туроператоры всех регионов, которые связаны с необходимостью европейской части России тратить достаточно большое время на перелет, да, это весь, там, собственно говоря, азиатская часть России, да, в общем-то, совет, наверное, он один, да, это постараться делать тариф диверсифицированный,
свой, то есть чтобы какая-то была минимальная ставка, да, по которой минимальная стоимость тура, в которой турист как кубики мог достроить, не знаю, там, включенное питание, трехразовое, двухразовое, не знаю, возможность докупить экскурсии или возможность от каких-то экскурсий отказаться. То есть, конечно, денег в стране стало объективно меньше, меньше их стало у наших дорогих туристов, на которых мы очень сильно рассчитываем, да, поэтому здесь быть максимально гибкими допустим, продажа каких-то туров с открытой датой и по фиксированному тарифу, да, до конца года, например, как вариант. Вот. Это все механизмы, которые позволят, ну, дополнить привлекательность Якутии, да, летнего отдыха в Якутии или там осеннего. Мне кажется, именно это время года интересно как раз для россиян, потому что зимой-то нас, ну, не удивишь, хотя вашей зимой и удивить можно, да, с минус 50. Вот, поэтому вот такими моментами я бы, наверное, ну, советовала скомпенсировать стоимость перелета, которая, конечно, играет очень большое значение, влияет на потребительское поведение. Наталья Юрьевна, вот в правительстве страны объявили, что с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма. А какие направления могут быть сейчас востребованы у населения? В целом по стране, знаете, ну, конечно же, детей надо вывести к морю, да. Это такая очевидная достаточно вещь. У нас куда? Это Ялта, не знаю, Крым, Ялта. Это, конечно же, наши южные курорты, да, вот, поэтому здесь, ну, не секрет, многочисленные, многолетние замеры потребительского поведения говорят о том, что у нас есть, ну, если у нас есть деньги, у нас есть 2 отпуска в году. Первый отпуск обязательно связанный с морем, турецким ли, азовским ли, черным ли, да, тут как бы уже как, вот, вернее, турецкой ли частью Черного моря или Средиземноморья, в общем, в зависимости от бюджета, но это море. А второй момент – это какая-то аттракция, связанная или локация, связанная с событийным туризмом, или связанная с городским каким-то туризмом, или связанная с каким-то, ну, связанная с тем, как регион себя позиционировал в течение года и на что он приглашал гостей, да. Поэтому, наверное, самый большой спрос и быстрое восстановление мы можем ожидать в Краснодарском крае, да, но у нас есть сегмент, который не обязан вывозить людей к морю, да, допустим, это там взрослые люди, дети, у которых выросли, да, они будут выбирать, я уверена, между природными дестинациями. Это Алтай, безусловно, да, это Байкал, и это, мне хочется очень верить, это Якутия, да, которая, конечно, летом производит совершенно другое впечатление, просторы и так далее, нежели зима. Вот, поэтому тем не менее, этим летом, даже если мы уберем моря, мы все равно находимся, я имею в виду Якутия, находимся в достаточно конкурентном поле борьбы за, ну, условно говоря, европейского, российского туриста, да, с европейской части. Вот, поэтому, наверное, стоит подчеркивать масштаб региона, да, возможность максимального соблюдения дистанции. Мне кажется, ни в одном регионе мы такую дистанцию не сможем соблюсти, как в Якутии, по понятным причинам, да. На самом деле страна восхищена, каким образом Якутия четкими действиями преодолела, да, вот эту вот ситуацию коронавируса. То есть это была, ну, вот буквально ситуация войны, да, когда нужно было принимать очень правильные стратегические решения, купировать ситуацию, да, вот. Ну вот, каким образом Якутия вышла из этой ситуации с минимальными потерями, это, конечно, на многих произвело впечатление, да, я вот, ну, сужу по медийному полю, которое вот здесь наблюдаю, Петербург, Москва, поэтому то, что может препятствовать отдыху, страх, а может быть, что-то еще не долечили, где-то еще, значит, вирус бродит по значит, территории. Здесь скорее это в отношении Якутии этого страха нет, он минимален, да, и вот это, мне кажется, точка роста, говорить о том, что у нас действительно безопасно. Посмотрите, как мы справились с вирусом, да.
Вот, кстати, премьер страны Михаил Мишустин призвал россиян пока воздержаться от туров за границу. А на ваш взгляд, когда можно будет уже планировать отдых за рубежом? А самое главное, где? Где вообще сейчас может быть безопасно? Анастасия, я поддерживаю российский туризм, поэтому Мы тоже, я, поверьте. конечно, призываю ехать в Турцию. Да, это провокационный вопрос, но я на него отвечу для того, чтобы на самом деле еще больше поговорить о конкурентной стратегии. Да? Давайте посмотрим на то, каким образом действует Турция, которая ввела обязательную, вернее, она обязательная для всех, кто занимается приемом туристов в стране, но Турция ввела эту сертификацию дополнительную на возможность принимать и работать с туристами как бы сверх требований ВОЗ. Да? Это было внутреннее решение страны. И теперь они это используют как, знаете, мотив для такую вот конкурентную карту в борьбе за потребителя, да, они говорят о том, что смотрите, вы можете поехать во многие страны у моря, но у нас дабл-чек, да, двойной контроль безопасности. Да. Или еще один пример, который мне очень понравился, потому что, ну, в целом льготы, которыми поддерживается туристический бизнес во всех странах, прежде всего это льготы налоговые и финансовые, да, ну, не секрет. И вот есть еще один вариант, допустим, Австрия буквально на днях объявила о том, что за счет правительства, они очень сильно пострадали, у них там ну, у них как раз кризис пошел с горнолыжных курортов, да, которые, ну, они вообще сезонные, вот, и им сейчас, конечно, очень там тяжело, те, которые привыкли, у них такой монопродукт, вот, и правительство объявило, что оно будет брать на себя затраты на коронавирусные тесты всех сотрудников, которые работают по приему туристов. То есть таким образом турист знает абсолютно точно, ну а тесты эти, как мы знаем, не дешевые, они и в Европе, да. Турист абсолютно точно знает, что все сотрудники здоровы. Им не просто померили температуру, да, они гарантированно здоровы, и это еще один, ну скажем так, фактор снижения обеспокоенности у туристов. Да. Я эти два примера рассказала только для того, что, может быть, они были бы полезны, в частности, в выстраивании якутского конкурентного предложения, в том числе, когда откроют границы, когда у нас с 2021 года, мы все надеемся и очень ждем, да, будет мало того, что электронная, так еще и мультивиза, можно будет неоднократно въехать в Россию, а в Якутии, я считаю, раз 5-6 съездивший мало еще будет, да, и не все увидишь, вот. То есть, чтобы, когда мы будем говорить об экспорте туристических услуг, о работе по приему иностранного туриста, мы уже могли и для них иметь аргументы, почему Якутия и почему здесь безопасно. Ну что ж, Наталья Юрьевна, большое спасибо за эту интересную беседу. Будем, конечно, надеяться, что в ближайшем будущем все наладится. Как всегда, приглашаем всех в нашу очень теплую республику. Спасибо большое. Спасибо огромное. Спасибо. До встречи. Как только откроют границы, я у вас. Спасибо. Ждем. О том, как будет восстанавливаться туротрасль после пандемии, мы говорили с экспертом туракселератора Российского экспертного центра Натальей Беляковой. Не переключайтесь.